В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Как только сходит снег и устанавливается сухая погода, начинают поступать сведения о лесных пожарах, которые наносят невосполнимый ущерб лесам, а значит и всем нам. Что является основными причинами возникновения лесных пожаров? Как предотвратить лесной пожар и не стать виновником его возникновения? Никакую ответственность несут виновники лесных пожаров. Об этом и не только. Мы сегодня поговорим со старшим помощником якутского природоохранного прокурора Данилом Вадюхиным. Данил Геннадьевич, здравствуйте, приветствую вас. Давайте напомним нашим телезрителям, когда в республике начинается пожароопасный сезон, как долго продолжается и примерно в какие сроки заканчивается. Да, ну в наших климатических условиях пожароопасный период начинается в начале или середине мая и заканчивается, как правило, в начале или середине сентября, то есть с установлением устойчивой дождливой погоды. Прошлый пожароопасный период, для примера, продлился с 15 мая по 11 сентября. Ну, давайте вернемся в прошлый год, вспомним, как прошел пожароопасный сезон 2020-го. Все-таки люди сидели дома, теоретически выездов на природу было меньше, или это никак не повлияло? Да, возможно, в прошлом году это именно и послужило причиной снижения количества лесных пожаров. Так, в прошлом году всего было зафиксировано 2031 лесной пожар на общей площади 5,9 миллионов гектар. Для сравнения, в 2019 году это 3433 пожара на общей площади 7,9 миллионов гектар. Ну, то есть практически в 2 раза меньше пожаров получается. Ну да, значительное снижение. Вернемся к основным причинам. Какие на текущий момент называют основные причины лесных пожаров? Ну, основные причины связаны прежде всего с нашими климатическими условиями. И основной причиной остается природный фактор. Это сухие грозы. Да? То есть сухая гроза – это метеорологическое явление, которое возникает при высокой температуре атмосферного воздуха от 38 до 40 градусов по Цельсию. И оно сопровождается грозовыми разрядами и атмосферными осадками, которые из-за высокой температуры не достигают земли, испаряются. Соответственно, возникают идеальные условия, что при попадании молнии в отдельно стоящее дерево или в дерево в лесном массиве возникает возгорание. Для примера, в прошлом году таких пожаров было зафиксировано именно по причине сухих гроз 1902. В 2019 году свыше 1500 по причине сухих гроз. То есть мы видим, что прошлое лето было сухим, и количество пожаров по причине сухих гроз увеличилось. Вместе с тем, также одной из причин становится человеческий фактор возникновения пожаров. Он у нас не уходит, к сожалению, остается. Прежде всего, таких случаев было зафиксировано 56. Прежде всего они связаны с неосторожным обращением с огнем, то есть это разведение костров, сельскохозяйственные палы, да, которые якобы для улучшения плодородия почвы пользователи сельхозугодий проводят. Неосторожность при курении и эксплуатация неисправных транспортных средств и искры. Даже бывают случаи из-за искр из печной трубы, которая находится в строении рядом с лесным массивом. Такие случаи бывают. Также к косвенным причинам, которые можно косвенно отнести к человеческому фактору, это самовозгорание по причине эффекта линзы. Да? То есть это какая-то отражающая поверхность или стекло, брошенное в лесу, становится призмой, через которую фокусируется свет и приводит к воспламенению каких-то горючих материалов или сухой травы. Впоследствии огонь распространяется уже на лесной массив. Вот если с сухими грозами все понятно, природу не накажешь, и, в принципе, с человеческим фактором тоже все понятно, найти и наказать можно, то вот последний пример, который вы привели, это, скажем так, частично человеческий фактор, то кто в случае возникновения пожара именно по этой причине становится его виновником? Ну, в целом, если говорить про виновников пожаров, да, в основном это граждане, которые тем или иным образом используют лес, да, эксплуатируют. Для каждого гражданина, проживающего на территории Республики Саха-Якутия, доступна возможность заготовки древесины для собственных нужд. Да? То есть это либо отопление на зиму, да, то есть заготовка дров для отопления на зиму, для строительства каких-то домов, строений, бань. Да? И такие граждане при проведении рубок лесных насаждений, порубочные остатки
либо устраняют огневым способом непосредственно в пожароопасный период, да, что приводит к возникновению пожара, либо не убирают их, оставляют, и впоследствии уже там при наличии каких-то сопутствующих факторов возникает лесной пожар. Кроме того, к категориям риска, если так можно сказать, относятся охотники и рыбаки, которые используют костры для приготовления или разогрева пищи, граждане, у которых имеются сельхозугодия, да, то есть они проводят сельскохозяйственные палы, также работники организаций, которые эксплуатируют линии электропередач. Для примера, в прошлом году было зафиксировано 3 случая выжигания сухой травы, да, то есть это непосредственно сельхозпал. Так, например, в Среднеколымском районе производилось выжигание сухой травы, и пожар на общей площади возник 68 тысяч гектар, ущерб был причинен на 30 миллионов рублей. 4 факта зарегистрированы сжигания костра как раз для приготовления пищи. Там во всех случаях виновные лица привлечены к административной ответственности. Ну, не за горами открытие очередного пожароопасного сезона, времени, когда все-таки граждане, уставшие сидеть дома, все-таки поедут на природу, в леса. И давайте еще раз напомним нашим телезрителям основные правила поведения человека в лесу. Ну, прежде всего, если обращаться к лесозаготовителям, к тем, кто осуществляет рубку лесных насаждений, да, разрешенную рубку лесных насаждений, они обязаны очищать от порубочных остатков и убирать их, при этом не допуская огневого способа, то есть не сжигать. Все граждане, которые используют тем или иным образом лесной участок, да, для рекреационных целей, там, для как охотугодия, они обязаны участки, которые находятся у них в пользовании, огораживать минерализованной полосой, которая должна располагаться не менее 10 метров от лесного массива и иметь ширину не менее полуметра, 50 сантиметров. Данные правила установлены правилами пожарной безопасности в лесах, пунктом 10 и пунктом 7 правил противопожарного режима. Все граждане обязаны соблюдать простые правила, то есть не разводить костры в запрещенных местах, не курить вблизи заправляемых автомобильных средств, не поджигать сухую траву. Данил Геннадьевич, скажите, а какие категорические запреты существуют для граждан, которые находятся в лесу? Да, но это не, прежде всего граждане не должны бросать спички и горящие материалы. То есть если большая просьба к гражданам, которые все-таки являются курильщиками, воздержаться от курения в лесном массиве, но в случае, если вы все-таки курите, необходимо тушить окурок до полного прекращения тления, то есть заливать его водой и не допускать, чтобы он оставался в тлеющем состоянии. Это очень на самом деле опасно. Кроме того, нельзя оставлять промасленную ветошь, какие-то материалы, которые пропитаны горючим веществом в лесу. Итак, вы упомянули запрет на сельхозпал, но все-таки можно ли его в каких-то случаях проводить и все-таки для улучшения плодородности почвы использовать этот инструмент? Пунктом 185 правил противопожарного режима установлен полный запрет на сельскохозяйственные палы. Запрещено выжигать сухую траву на землях сельскохозяйственного назначения, на землях запаса. Кроме того, то, что вы упомянули, да, бытует мнение о том, что сельскохозяйственный пал повышает плодородие почвы, делает траву на пастбищах более сочной, но это заблуждение. По данным Россельхознадзора, азот, запасенный в земле естественным образом, при высокой температуре выделяется в атмосферу и становится недоступным для корневой системы растений. То есть растения не получают необходимый азот, и, соответственно, ухудшается качество травы, наоборот. Кроме того, любой сельскохозяйственный пал, ну вообще любое возгорание на землях или сельскохозяйственного назначения или лесного фонда, оно в любом случае фиксируется. Поскольку сейчас на территории и республики, и в целом страны мониторинг лесных пожаров осуществляется посредством спутников. То есть спутники в режиме 24 часа, 7 дней в неделю следят за территорией. И в случае возникновения каких-то точек, на которых повышенная температура, это так называемые термоточки, данное возгорание регистрируется как пожар. Отсюда уже вытекают сопутствующие факторы, да, то есть это обязанность уполномоченных органов туда либо выехать, посмотреть, либо, если это труднодоступная местность,
безопасность, осмотреть авиатранспорта, да, то есть с использованием самолетов. Это влечет, во-первых, отвлечение сил от тех мест, где действительно могут быть серьезные пожары, да, причиняющие вред инфраструктуре, а во-вторых, это ведет в целом к увеличению затрат. Поэтому хотелось бы предупредить граждан, которые осуществляют использование земель в целях сельского хозяйства, не осуществлять палы. Это не только опасно и может привести к последствиям, поскольку не специалисту бывает зачастую трудно проконтролировать самому, куда пойдет огонь. Ветер может пойти в другую сторону, что-то может резко измениться, и огонь перекинется на лесной массив. Во-вторых, это еще и вредно, поскольку это наносит ущерб почве и микроорганизмам, которые там проживают. Давайте теперь поговорим об ответственности. Что грозит все-таки нарушителям правил пожарной безопасности в лесу? Да, прежде всего это административная ответственность по статьям 8.32, 20.4 и 20.6 Кодекса об административных правонарушениях. Данными статьями предусмотрены административные штрафы от 1000 рублей до 1,5 миллиона. Для организаций может последовать приостановление деятельности на срок до 90 суток. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность для граждан по статье 261, которая может составлять до 10 лет лишения свободы и до штрафа в размере до 500 тысяч рублей. Кроме того, виновнику лесного пожара в любом случае придется возместить ущерб в соответствии со статьей 100 Лесного кодекса. Это тоже необходимо понимать, когда граждане легкомысленно относятся к своему пребыванию в лесах и считают, что там они могут что-то оставить тлеть, там, не затушить до конца костер. Помимо административной и уголовной ответственности еще может последовать большая материальная ответственность, которая включает в себя не только затраты, не только ущерб лесному фонду, но и затраты на тушение и затраты на восстановление лесного фонда. Там может получиться очень большая сумма, и этот груз ляжет тяжелым бременем не только на самого нарушителя, но и, по сути, на всю его семью. А может еще и потом на второе, третье поколение, потому что там до десятков миллионов, мне кажется, может дойти запросто. Есть ли какие-то примеры привлечения к ответственности за возникновение лесного пожара, по результатам прошлого сезона? Например? Да, по результатам прошлого сезона 8 лиц было привлечено к административной ответственности с наложением штрафа на общую сумму 1 миллион. Для сравнения, опять-таки вернемся к 2019 году, там было 14 лиц с наложением штрафа на сумму 2 миллиона рублей. То есть все равно идет снижение по причине пандемии. Вместе с тем к уголовной ответственности и в 2019 году, и в 2020 году привлечено по 2 лица. Например, в мае прошлого года в Среднеколымском районе по вине работников коневодческого казенного предприятия произошел пожар. Вот они выжигали траву на пастбище, считая, что это может увеличить качество травостоя. В результате огонь перекинулся на лесной массив, выгорело 10 тысяч гектар леса, и ущерб составил свыше 30 миллионов рублей. По данному факту лица привлечены уже к уголовной ответственности. Если взять примеры прошлых лет, то в 2019 году гражданин бросил непотушенный окурок. В результате ущерб составил 700 тысяч рублей, и ему были назначены, он был также привлечен к уголовной ответственности, ему были назначены обязательные работы сроком до 200 часов, с взысканием ущерба также. Примеры вы назвали сейчас, гражданин 700 тысяч обязан вернуть. Еще какие-то примеры по прошлому году именно о взыскании имущественного ущерба лесному фонду? Да. То есть также в Момском районе произошел пожар, где гражданин в целях демонстрации своему знакомому способа отпугивания диких животных развел костер, который им был не до конца потушен. В результате выгорело 318 гектар леса, ущерб составил 1,2 миллиона рублей, и гражданину было назначено уголовное наказание по статье 261 Уголовного кодекса в виде 2 лет лишения свободы условно.
ущерб был взыскан в судебном порядке прокуратурой района. Кроме того, имелись случаи возгорания по причине ненадлежащей эксплуатации линии электропередач. В данном случае ответственность несет как должностное лицо, так и предприятие, которое эксплуатирует соответствующий объект. То есть должностное лицо было привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, а ущерб, который составил свыше 11 миллионов рублей, был взыскан уже в арбитражном суде с юридического лица, с предприятия. Даниил Геннадьевич, учитывая все вышесказанное, что бы вы могли пожелать телезрителям нашего телеканала в преддверии пожароопасного сезона? Ну, хотелось бы обратиться к гражданам и сказать им, что в любом случае любой отдых на природе не стоит уголовной ответственности и административной ответственности, а также материальной. Ежегодно из-за лесных пожаров гибнут миллионы гектар леса только в нашей республике. Сейчас наступает теплый весенний сезон, затем летний сезон. Охотники потянутся на охоту, там, некоторые граждане поедут на рыбалку, многие поедут отдыхать с семьей на шашлыки. Вместе с тем хотелось бы предостеречь от разведения костров в неположенных местах. То есть, ежегодно муниципалитеты устанавливают места, на которых можно производить разведение костра в целях приготовления пищи. Там все огорожено, то есть там имеется минерализованная полоса, про которую я уже говорил, расчищена. Там можно готовить спокойно и не тревожиться за то, чтобы стать виновником лесного пожара. Но здесь тоже нужно соблюдать определенную осторожность. Там, например, в сильную ветреную погоду не разводить костер, потому что искра все равно может попасть и на траву, на сухую, и на лесной фонд. Также будет продолжаться работа по заготовке сена. Хотелось бы предупредить граждан, которые активно занимаются сельским хозяйством, от разведения костров на полях. При возможности лучше брать с собой готовую пищу. В целом, уже, наверное, ставшая, уже кому-то, может быть, приелась эта фраза, да, что пожар легче предотвратить, чем потушить, но она никогда не теряет своей актуальности. А если еще и вспомнить то, что сегодня мы упомянули, да, это уголовная и административная ответственность, которая может, по сути, очень на долгое время гражданина выбить из нормальной жизни, да, из нормального течения жизни. Поэтому хотелось бы гражданам обратиться, чтобы они не становились виновниками лесных пожаров, и если уж развели костер, то тщательно его затушили. Даниил Геннадьевич, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, ответили на эти очень важные и актуальные вопросы. Всего доброго. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью» о лесных пожарах, правилах поведения в лесу и ответственности за вред природе. Мы говорили со старшим помощником якутского природоохранного прокурора Данилом Вадюхиным. Берегите себя, обязательно носите маски и соблюдайте дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.